Я профессор, исследователь инженерно-технического института Северо-Восточного федерального университета. И в данный момент работаю на кафедре экспертизы управления кадастровой недвижимости, поэтому тема лекции «Особенности региональной экономики», она, в общем, близка мне, этому учу студентов. Итак, следующий слайд. Я бы хотела остановиться на нескольких таких моментах, которые важны всем жителям нашего города, то есть любым людям, которые живут, которые нуждаются в жилье, в улучшении жилищных условий или думают приумножить свое богатство. Итак, что такое инвестиции в недвижимость? Это актив или пассив? Когда надо вкладываться в недвижимость, когда выходить? Что такое мыльный пузырь? Снимать или покупать? Дилемма выбора. Какая недвижимость вам нужна? И особенности рынка недвижимости в Якутии. Это очень вкратце. Лекция будет короткая. Итак, следующий слайд. Тут на этом слайде представлен график по средним ценам 1 квадратного метра общей площади жилых помещений на первичном и вторичном рынках жилья по республике в период с 2006 по 2018 год. Вот данные за последние 3 года я добавляла буквально сегодня. И как мы видим? Вот если мы видим синяя черта, это стоимость на первичном рынке, зеленая это на вторичном рынке, то видно, что у нас есть разные периоды, но, как правило, стоимость недвижимости на вторичном рынке, она немного выше, чем на первичном рынке. Этому есть всегда определенные факторы. Прежде всего, вот смотрите, да, мы видим, что за период с 2006 по 2018 годы стоимость недвижимости в Якутии у нас выросла более чем в 2 раза, в городе Якутске. Вообще в Якутии в 2 раза. Если учесть, что у нас вообще рынок недвижимости сконцентрирован в основном в городе Якутске, и именно здесь в основном происходят сделки, покупки, продажи, обмена, расширения и так далее, и, собственно говоря, и первичного строительства, то в основном мы можем говорить о городе Якутске, конечно. И мы видим, что цены у нас выросли в 2,5 раза. Тем не менее, мы видим, что есть периоды, когда цены росли очень быстро. Это, скажем, период с 2006 по 2009 год. Тогда у нас, соответственно, был еще тогда период, когда ипотека не очень хорошо работала, банки еще не научились выдавать ипотечные кредиты, жилья было построено мало, жилье пользовалось спросом. И далее, к 2008 году мы видим, цены вышли на какую-то определенную плату. И где-то примерно вот с 1-го квартала, с 4-го квартала 2008 года по 1-й квартал 2011 года цены были примерно на боковом тренде, как говорят фондовики. С 10 по 13 год цены немножко росли. Потом мы видим опять некоторое торможение в районе 2013 года. Затем мы видим рост в 2015 году, к 2015 и некоторое падение. И мы видим, что сейчас, как и скажем, на начало периода, как в 2006 году, как в 2010 году, цены на первичном и на вторичном рынке у нас примерно одинаковые. Я хочу сказать, что у нас в основном люди очень стремятся решить жилищную проблему. Почему? Потому что Якутск – это такое центральное ядро в республике. Якутск очень сильно вырос в численности населения за последние 20 лет примерно на 30-40%. Если учесть, что, например, 100 лет назад в Якутске жило всего где-то 7-10 тысяч человек, то у нас город, он очень быстро развивающийся. И, соответственно, я например, родилась в Якутске, всю жизнь прожила в Якутске, и я помню этот город еще, скажем, 40 лет назад, я помню деревянные тротуары, я помню то, что Азалок, центральная часть города, она еще была застроена деревянными одно- и двухэтажными домами, и сейчас мы видим, что Якутск – это город, где очень быстро возводятся многоэтажные высотные здания, и сейчас уже и 16 этажей – это предел. Как мы знаем, некоторые застройщики строят и до 17 этажей, потом это как-то пытаются узаконивать различными темпами, различными методами, зачастую противозаконными. Но, тем не менее, Якутск очень сильно вырос. Почему? Потому что здесь очень выросла численность населения. Все эти тренды, когда
есть быстрый рост цен или относительно устойчивый в долговременной перспективе рост цен, это говорит о том, что город привлекателен для населения, для внешних мигрантов, для людей, которые приезжают из сельской местности, из других городов и из других, в том числе, регионов России и так далее, и так далее. Ну и потом у нас неплохая такая демографическая ситуация. Поэтому у нас спрос на жилье, он и подстегивал цены. Но я бы хотела сказать, что вот смотрите, после последнего кризиса, скажем, 2014 года, у нас отмечался пик цен где-то в районе 2015 года, и в дальнейшем мы видим некоторое падение. То есть вообще некоторое падение. Этот период со второго квартала примерно, или с четвертого квартала 2014 года, это период долговременного снижения цен. Только вот немного цены на первичном рынке, да, сейчас начали подниматься. Говорит о чем? О том, что у нас все-таки что-то изменилось. Это значит, что у нас в Якутске, в Якутии все-таки спрос относительно насытился, и в настоящее время у нас цены стагнируют. Это приводит, опять же, следующий слайд, приводит к проблеме, о которой можно сказать. Это то, что у нас вот в этот период, скажем, быстрого роста цен, 2013 по 2014 по 2015 годы, у нас на рынке надулся мыльный пузырь. Что это значит? Это значит, что когда спрос был поддержан хорошей финансовой доступностью, когда банки выдавали много ипотечных кредитов, когда люди стремились купить жилье, они считали, что жилье – это лучший актив, это лучший способ сохранения своего богатства, своих активов и так далее, и так далее. Но, тем не менее, вот локальный пузырь на рынке недвижимости, вот мы, как специалисты, мы ее видели. Часто в тот период люди брали ипотеку, невзирая ни на что. Как мы знаем, очень многие придумывают, пишут себе фиктивные расписки о внесении первоначального взноса. И именно поэтому, вот если мы вернемся к предыдущему слайду, да, то мы видим, что в период с 15 год там, и так далее, да, 17-16 у нас цены на вторичном рынке были выше первичного, но в самом деле я могу сказать, что, скорее всего, часто это были фиктивные цены, потому что эти цены диагностируют только органы статистики. А почему? Потому что очень часто покупатели на первичном рынке договариваются с продавцами, продавцы пишут фиктивные расписки о том, что они получили первоначальный взнос там, в размере 15-20% от стоимости квартиры. То есть в тот период банки еще не так хорошо работали, они еще не изменили свои внутренние регуляторные требования к заемщикам и не оценивали так жестко квартиры, как сейчас. И, соответственно, вот этот вот пузырь, он определенным образом надулся. Следующий признак – ставка аренды. Определяется как ставка аренды к стоимости дома, это мы сейчас чуть позже рассмотрим, и рентабельность строительства определяется как прибыль к затратам. Вообще у нас, да, о мыльном пузыре может свидетельствовать и то, что у нас идет очень быстрый ввод жилья. Очень быстрый ввод жилья, не поддержанный реальным платежеспособным спросом. Еще 2 или 3 года назад некоторые строительные компании уже осторожно обнародовали свое мнение о том, что если вот сейчас на рынок жилья будет выброшен одномоментно весь тот объем жилья, который уже запустили застройщики, то как бы нам потребуется, чтобы население города Якутска одномоментно бы выросло бы еще на 10, 15, 20%. Хотя так быстро, конечно, такого не бывает. Следующий слайд. Причины возникновения мыльных пузырей. Когда самый верный признак для того, чтобы понять, что на рынке надувается пузырь, это когда каждый ваш второй знакомый говорит об одном и том же. Идея о том, чтобы купить вторую квартиру для детей, а пока дети растут, мы ее будем сдавать и оплачивать ипотечные платежи, эта идея овладела массами городскими последние 5 лет. Да? То есть вот эти люди, они активно покупали вторые, третьи квартиры и пытались их сдавать. К чему это привело? Да? Это привело к тому, что у нас был большой спрос,
строительные компании брали кредиты, строили, всяческим образом бились за земельные участки, хорошие земельные участки в черте города Якутска и так далее, и так далее. Таким образом, у нас в этот цикл строительный было вовлечено очень большое количество агентов, очень большое количество физических лиц, которые брали ипотечные кредиты, которые могли брать ипотечные кредиты, которым банки давали ипотечные кредиты, и, конечно, застройщики. В результате, конечно, мы знаем несколько очень грустных примеров по поводу обманутых дольщиков. Да, вот мы знаем, что с 1 июля у нас поменялись строительные правила. Сейчас очень жестко введены нормы по финансированию строительных компаний. То есть это компания, один проект, эскроу счета и так далее, и так далее, и так далее. Все это для того, чтобы решить проблему обманутых дольщиков. Ну, государство у нас вообще, Россия – это социальное государство, поэтому, конечно, эта проблема, она в той или иной степени должна каким-то образом регулироваться. Вообще, вот причинами мыльных пузырей обычно на рынке недвижимости являются законодательные ограничения застройки. То есть, например, в некоторых городах мира крупнейших вот есть очень жесткие ограничения. Там не строить выше 6 этажей, скажем, да, в какой-то центральной части, в каком-то районе, там, например, города Нью-Йорк. Все, вы больше ничего не построите. И вам поневоле придется, поскольку территория города ограничена, есть всегда очень четкий подход к зонированию, вам придется сталкиваться с тем, что у вас не будет свободных земельных участков, вам придется в том или ином случае работать уже, покупать более дорогую недвижимость. Далее, есть самостоятельные ограничения застройки, там, скажем, в случае сговора монополии застройщиков происходит сознательное ограничение объемов строительства. Вот именно считается, что данная причина является одним из факторов взрывного роста цен в Москве. Есть естественные ограничения застройки, территориальные ограничения являются часто причиной роста цен, особенно в центрах крупных городов. Я бы хотела сказать, что вот, например, в Якутске, да, как мы знаем, у нас город начал развиваться в сторону реки, был построен 202 микрорайон, потом 203 микрорайон, сейчас уже ходят слухи о 204 микрорайоне. При этом некоторые исследователи говорят о том, что ой, у нас там опасно строить, есть намывные вот эти пески, это небезопасно, это рискованно в перспективе. Точных данных научного мониторинга нет, но, понимаете, у нас крупнейшим ограничением строительства многоквартирных домов и новых кварталов является ограничение по мощности городского коллектора. Это та самая наша инфраструктура, которой городские власти еще, собственно, с советского периода никто не обращал на это дело никакого большого внимания. И вот именно наш городской коллектор – это причина чего? Причина того, что у нас очень скучен центр города, да, и очень он вырос с точки зрения высотности, и каждый более-менее свободный участок, он сейчас захвачен, и на нем построен многоэтажный дом. Факторами спроса, кроме того, рынок мыльный пузырь возникает из-за того, что у нас растут реальные доходы населения. Мы все помним, что, скажем, начиная где-то с начала 2000-х до, по крайней мере, 2014 года, у нас реальные доходы населения росли ежегодно. Все чувствовали, что у них растут доходы. У людей были такие позитивные потребительские ожидания, и все думали, что вот все будет нормально и так далее. Вот этот подъем был очень долгосрочный, это стимулировало людей покупать недвижимость. Развитие ипотеки, конечно же, свободные денежные ресурсы, которые выходят на рынок. Я вот помню, например, после кризиса 2008 года, сколько стоила квартира в городе Якутске, однокомнатная КПД в центре города. Она стоила $5300. Через 10 лет она стоила сколько? 2,5 миллиона рублей. То есть она стоит примерно 40 тысяч долларов. Да? То есть вот это значит о чем? О том, что вот цены выросли в долларах, например, да? Цены выросли в рублях. То есть она стоила там $5300, это было 130 тысяч рублей в 2008 году. Скажем, через 10 лет это уже было 2,4 миллиона рублей, да, примерно, да? 40 тысяч долларов. Это что значит? Это значит, что у нас появились ипотеки, появились деньги у населения и появились ипотечные ресурсы, когда банки начали вкладывать в рынок недвижимости. Ну, некоторые еще есть экзотичные места. Это когда есть отток средств инвесторов с рынка капитала на рынок недвижимости. И подобная тенденция обозначилась в США после прокола интернет-пузыря, когда
значительные средства стали вкладываться в приобретение недвижимости. Вот есть такой хороший такой американский фильм про последний финансовый кризис, он называется Big Short, то есть большая распродажа, иначе говоря, про то, как люди, которые работают на фондовом рынке, они начали, ну, вот они работали с деривативами, с ипотечными бумагами. Нет, этот кризис был еще 2008-2009 года, крупнейший, да, после которого американская экономика некоторое время восстанавливалась довольно серьезно. Так вот, для этого люди поехали, работающие в фондовых компаниях, они поехали, там, предположим, в штат Луизиана, и начали обходить людей, у которых были маленькие доходы, ну там, например, стриптизерш в барах, да, стриптиз-барах, начали обходить таксистов, пенсионерок, там, работающих медсестрами и так далее, когда они выяснили, что у них по 2-3 ипотеки одновременно, они сказали, да, все, у нас мыльный пузырь, все, это уже мы прокололись. То есть, да, есть риски. И, собственно говоря, ажиотажный спрос иногда бывает просто вот ажиотажный спрос. Это бывает довольно давно, сейчас население в основном грамотное. И миграция населения, как я уже говорила, в те города, куда едут люди, там цены будут устойчивы относительно других мест. Следующий слайд. Ну и поговорим про такие мифы, которые у нас есть, скажем, в России сложились, да. Всегда риэлторы говорят, недвижимость – это самый устойчивый, низкорисковый, самый вот, защитный актив, который позволяет уберечься от кризиса и убеждает, ну, многих вкладываться в недвижимость. Раньше добавляли, что недвижимость обладает еще высокой доходностью, но в настоящее время это не так. С чем это связано? Это связано с тем, что начиная с 2000 года по 2014-2015 годы у нас цены на недвижимость в России в крупных городах только росли. Но они немножко падали там, после 8-9 кризиса, 12-11, да? Но цены у нас устойчиво, был тренд такой нормальный линейный на рост. Почему? Потому что потребность у людей в качественном доступном жилье, она всегда есть. Да? То есть, ну, например, там, в Якутске растет население, как бы дети вырастают, сами женятся, заводят детей, нужно их отделять и так далее, и так далее. Да? Это вполне нормальные такие естественные вещи. Но начиная с 2015 года мы видим, что цены в Якутии падают. И это такая тенденция, она, в общем, тенденция, связанная с тем, что у нас сейчас падают реальные доходы населения, во-первых, а во-вторых, конечно же, банки начали более жестко подходить к заемщикам и к оценке покупаемой недвижимости. Вообще, конечно, недвижимость не является низкорискованным активом. Вы можете купить квартиру, она может обесцениться. Те люди, которые купили квартиры на пике цен в 2015 году, в настоящее время уже потеряли где-то порядка 15-20% в рублях. Плюс за это время они еще оплатили ипотечные кредиты. А мы знаем, что ипотека первые несколько лет, в зависимости от срока, ипотека у нас очень дорогая. Да? То есть эти 7, 8, 10, 12, 13% это немыслимые проценты, которых нет нигде в странах с развитой рыночной экономикой. По такие проценты брать квартиры нельзя. Я покажу, под какие можно. Сейчас появляются новые возможности. И когда вы берете ипотеку, там, скажем, по 10-12% годовых на 20-25 лет, вы выплачиваете 2 квартиры. Да, конечно, за это время деньги тоже они обесцениваются и так далее, но ваша недвижимость, вот это, включая переплату по процентам и так далее, она, возможно, уже никогда не будет столько стоить. Понимаете? То есть, когда вы, например, в 2008 году покупали квартиру за $5300, да, как в городе Якутске, как я уже говорю, ипотеки не было. А потом вы, например, ее продали через 10 лет, да, там, скажем, да, ваша маржа была это $35 000, да, разница между 40 и 5, да, примерно. Но вот больше такой ситуации не будет. Потому что рынок у нас устоялся. Ну и вообще, в принципе, конечно же, по классическому определению, что такое недвижимость? Актив это или пассив? Безусловно, это активы. По классическому определению. Всегда покупка недвижимости – это инвестиция. Почему? Потому что вы всегда можете сдать ее в аренду. Ну, будут у вас, например, какие-то сложные времена, да, там, скажем, вы можете приехать к маме, к папе на дачу, там, я не знаю, с кем-то съехаться, сдать свою недвижимость в аренду, вы будете получать арендную плату. Это такой рентный доход. И это возврат вашего капитала. Это нормально. Но когда
вы сталкиваетесь с ситуацией кризиса, когда рынок перенасыщен, когда мыльный пузырь, и когда цены потихонечку падают, и когда снижаются ставки арендной платы, то, конечно, вы, например, можете столкнуться с такой ситуацией, что вам будет сложно продать ранее купленную недвижимость, особенно если она еще в ипотеке, то есть это еще просто доставляет определенные сложности. Но часто вы сталкиваетесь с тем, что вам придется продавать с дисконтом, и вы не выиграете, к сожалению. К сожалению. Поэтому надо всегда знать, когда покупать и когда продавать. И никогда не надо вкладывать все свои сбережения в недвижимость. Надо уметь диверсифицировать, да, свои деньги. То есть ваши деньги, ваши активы должны быть разными. Что-то у вас должно быть в недвижимости, пусть вы платите какой-то небольшой, там можно даже иметь ипотечный кредит. Но плюс имейте депозит в банке, например, да. И желательно, чтобы, конечно, этот депозит в банке, проценты по нему были чуть выше, например, чем вы платите по ипотеке, да, кредит, чтобы у вас было с плюсом. А плюс еще можно все-таки диверсифицировать каким-то другим образом. Например, для меня очень странно было, когда вот читаешь там тоже, скажем, квартирный вопрос. То есть я, например, читаю квартирный вопрос на сайте Синет. Почему? Потому что я изучаю, например, как специалист эти общественные настроения. Да? Мне очень странно, когда люди покупают недвижимость все время только в одном городе. Это странно. Ну, там какая-то семья, например, они очень много работали, конечно, но иметь 19 квартир на одну семью в Якутске, ну, слушай, это какое-то извращение, ей-богу, я считаю, да? Но в конце концов, если у вас это, купите в другом городе, в Москве купите, там, в Питере, в Якутске, в Иркутске, там, в Новосибирске, если у вас много денег. Но зачем же в одном городе? Это значит, что вы все свои деньги складываете в одно и то же место. Это тоже не очень хорошо. То есть вот вам нужно как-то быть гибче. И желательно все-таки вот в отношении своих личных активов, мой личный совет, всегда иметь какие-то определенные сбережения на черный день, не на черный день, какой-то счет в банке, откладывайте. Не все складывайте в недвижимость. Следующий слайд. Итак, есть всегда от недвижимости два дохода. Первый доход – это аренда, то есть то, что вы вложили, например. Вложили в недвижимость, купили квартиру, пусть даже ипотеку, неважно, вы ее сдаете, вы получаете арендную плату. Давайте посчитаем, сколько сейчас, какова доходность от арендной платы в Якутске. Сколько сейчас стоит, например, однокомнатная квартира в городе? Кто покупал недавно? Я просто не знаю. 3 миллиона вроде стоит. Однокомнатная, да? Да. 3 миллиона, предположим, да? Многовато, может быть, даже двухкомнатная. Однокомнатная, 3 миллиона, так. А за сколько вы ее сдадите? За 15. Угу. А квартплату вы же будете сами из этих 15 платить, правильно? Да, там электроэнергия, вода, это, как правило, эти арендаторы сами платят за газ, это их, да? Но вы же квартплату сами платите. Квартплата за однокомнатную квартиру сколько сейчас в Якутске в месяц? 7 тысяч, да? То есть чистыми у вас остается 8. За однокомнатную, да? 8. 8, хорошо. Умножим на 8, умножим на 12, получается у нас сколько? 92, да? 92 разделим на 3 миллиона. Сколько получится? Так, сейчас я посчитаю. Без телефона, как без рук. Мы живем в цифровой экономике. Так, 92. Так, 92 делим на... Итак, у нас получается 3,06% годовых. 3% годовых вы получаете чистыми, если вы, да, купили квартиру за 3 миллиона, сдали ее за 15, заплатили квартплату, у вас осталось 92 тысячи в год, 3% годовых. Если бы вы эти 3 миллиона положили сейчас на счет в банке, какие ставки у нас по банковским депозитам? 7? 6? Они в 2 раза выше. Вы бы получили в 2 раза больше. Но вы бы не ходили, например, к своим арендаторам, вы бы
не заставляли их оплачивать квартплату, вы бы не проводили уборку, вы не тратили бы деньги на косметический ремонт этой недвижимости, да? Плюс ко всему мы забыли про то, что есть у нас налоги, они, правда, очень низкие у нас в городе, маленькие. Сейчас у нас 0,35%, они маленькие, есть определенные льготы. И плюс мы еще забыли про такую вещь, которая называется амортизация. То есть, иначе говоря, когда вы покупаете квартиру, например, на, скажем, помните, что срок службы ее 50 лет, предположим, да? И по идее вы каждый год должны откладывать, скажем, 2%, да, от стоимости этой квартиры, чтобы потом ее просто восстановить. Иначе говоря, вот вложение в недвижимость у нас сейчас 3%. 3 доходность от сдачи в аренду. Но надо же учитывать, что и рубль падает, иметь привычку. Ну? Банки прогорают, тоже риски. Ну, банки прогорают, но есть 1 400 000 сейчас, по-моему, да? Возврат 1 400 000. И вы эти 3 миллиона можете разложить на 3 банка, да, там, например, и вам вернут. И второй тип дохода, который следующий слайд, можно, конечно, то есть вот в Москве тоже на этом слайде показано, да, что там 5% в рублях, а в валюте 3,8 в долларах, да, то есть, иначе, грубо говоря, квартиру стоимостью 10 миллионов рублей в Москве можно сдать за 45 000 рублей в месяц, ну вот как раз в Якутске, да, 3 миллиона рублей, и вы сдаете за 15 000 рублей, да, ну и так далее. И вот второй тип дохода – это рост цены. Ну, как мы уже разобрали, у нас рост цены был только до 2015 года, с начала 2000 по 2015, все. А с тех пор никакого роста нет. И этот доход отрицательный. Последние 4 года. Не факт, что так будет, но предположим, но что-то случится. И в Якутск, например, население Якутска вырастет быстро, еще процентов на 10-15. Тогда будет рост цен. А если нет, то нет. Дальше. Следующий слайд. И вот, есть два метода, которые позволяют оценить, когда брать и когда не брать, когда продавать. Есть 2 способа. Первый. Вы должны понять, оценить цену квартиры к рентному доходу. Price to rent, иначе говоря, да? Это такой есть аналог популярного коэффициента оценки стоимости компании price to earnings, иначе говоря, к заработкам. Так вот, если у вас квартира стоит от 10 до 15 годовых доходов от ренты, от 10 до 15, то есть если вы ее сдаете за 15, если вы ее получаете чистыми 92 000, да, рублей в год, то есть если ваша квартира в Якутске стоит от 920 до 1,5 600 000 рублей, и вы ее сдадите, да, за 92 чистыми в год, значит, надо брать. Это нормально, это хорошее. Если ниже 10 годовых доходов от ренты, это значит, рынок, он прямо вот только-только начинает набирать. Вот если у вас чистый годовой доход меньше 10, то есть за 10 лет, меньше, чем за 10 лет у вас отобьется покупка квартиры за счет чистого рентного дохода, надо брать обязательно. А вот если выше 15, то стоимость недвижимости считается переоцененной, рентный доход низок, и рассчитывать на стоимость роста уже не стоит. То есть каждый раз сами для себя определяйте, да, то есть считайте чистый арендный доход, если вот меньше, чем за 10 лет чистым арендным доходом ваша покупка отбивается, берите. А если выше 15, а уж тем более выше 20-25, не берите. Слишком дорого, переоценено. Есть некоторые города мира, в которых это не работает. Ну, это, например, Нью-Йорк. Ну, как говорится, в Нью-Йорке тот, кто продает, никогда не продавайте ничего в Нью-Йорке, потому что когда-нибудь это все равно будет расти, потому что самый, не знаю, привлекательный город в мире, наверное. Следующий слайд. И вот следующий коэффициент, когда есть перегрев. Другой метод оценки – это соотношение средней стоимости недвижимости к средним доходам, price to income. Иначе говоря, чем показатель выше, тем больше переоценена недвижимость. Согласно, опять же, Шиллеру, равновесным считается уровень 2,5 годового дохода домохозяйств. Например, то есть это значит, что вот муж, жена, 2 детей, да, там, скажем, да, ну какая у нас сейчас средняя заработная плата?
Ну вот да, вот сейчас в средней по республике у нас там правительство любит говорить, что у нас там от 60 до 70, да? Но это средняя заработная плата. Сейчас есть... А есть медианная, да? 34. 34, да. Ну, иначе говоря, предположим, что 34, оба супруга работают, да? У нас, если один мужчина работает, ну, семья, как правило, это за границей уже бедности, ну, женщина должна работать. 70 тысяч, например, да? 70 тысяч умножим на... так, 70 тысяч, это, предположим, у нас тогда получается в год, где-то они получают вместе 840 тысяч рублей, а 840, то есть примерно получается у нас 840, да плюс 840 и плюс еще половина. Где-то примерно квартира должна стоить у нас 2300, 2200, например, да, однокомнатная, скажем, для семьи из 2 человек с общим доходом в 70 тысяч рублей. Вот это считается, что тогда нормально, тогда нормально. Но если у нас, например, вот в Москве соотношение price to income 22, в Лондоне, Париже, Токио 15 и так далее, в Нью-Йорке 9, то есть вообще, в принципе, считается, что вот это, конечно, центры мировые столицы, крупные мировые мегаполисы, у них это может быть больше, там достаточно высокий объем состоятельных, удельный вес состоятельных людей, но, соответственно, вот, скажем, в Якутске все-таки сейчас у нас падение цен приводит к чему? Приводит к тому, что вот это соотношение, оно немножко выравнивается. Следующий слайд. Ну и вообще снимать или покупать. Дилемма выбора. Вот считается, что если стоимость заемных денег выше, чем рентный доход, то доходы от такой сделки будут отрицательными для доли недвижимости, профинансированной за счет ипотечного кредита. Иначе говоря, у нас вот рентный доход сейчас, да, не 5 уже процентов, как в этом примере, а 3. Ипотечная ставка сколько сейчас? Ну вот они разные, ну предположим 10, 7 разница, да? Первоначальный взнос, предположим, 25%. Вот если, например, вот в простом примере получается 5-12, заемщик получает 4% ежегодного убытка при первоначальном взносе в 25%. У нас, например, да, в Якутске, как мы видим, уже тоже будут такие отрицательные доходности. И это значит, что пока у вас маленький первоначальный взнос, вам нужно что? Вам нужно копить на него и снимать. Снимать и копить. Только тогда, когда у вас первоначальный взнос будет выше, скажем, определенной ставки, когда вам будет выгоднее взять ипотеку, например, да, по льготной ипотечной ставке, сейчас такие возможности есть, то тогда можно на нее решаться. Таким образом, к ипотеке надо подходить очень аккуратно. Следующий слайд. Вот тут есть несколько слайдов. Сколько лет надо копить на квартиру в России, там, скажем, да, ну это, правда, староватые данные, но тем не менее, да. С тех пор, конечно, цены упали у нас в России, но тем не менее, да. В Москве 20 лет, в Новосибирске там 19 там, и так далее. А сколько лет надо накопить, вот самое дорогое, это, скажем, Пекин, да, тоже. Крупнейшая столица, очень быстро развивающейся экономики, да, соответственно, очень привлекательно для внутренних иммигрантов. Что это получается? Получается то, что вот туда люди стремятся. В Токио нужно копить всего 9 лет. Крупнейшим, кстати, я бы хотела сказать, пузырем на рынке ипотеки была японская экономика. Еще там в 80-е годы прошлого века стоимость на японскую недвижимость, то есть ипотека, у них экономика тоже очень долго росла, все было прекрасно, люди получали великолепные зарплаты, иена была сильно переоценена относительно доллара, люди брали ипотеки на 50 лет, понимаете, да? То есть стоимость недвижимости была очень высокой, и люди брали кредит на 50 лет, это значит, что они брали кредит на себя и на своих детей. Понимаете? Вот, и, ну, конечно, там процентные ставки были низкие, но с 80-х годов стоимость недвижимости в Японии упала на 30-40%. А эту ипотеку никто не рефинансировал. И вот сейчас японские семьи в некоторых городах, они до сих пор оплачивают взятые еще там 80-е годы ипотечные кредиты. Никуда от этого не деваются. Кстати, у меня вот есть, например, знакомые японские профессоры, да, там, вот один принципиально, я, говорит, никогда ничего не покупаю, я всегда снимаю.
Мне, говорит, очень удобно. Я приехала здесь, вот в университете 5 лет поработал. Потом я перееду в другой город, 5 лет поработаю. А вообще вот в этом городе, например, там климат не очень. Вот я буду старой, я уйду в деревню, куплю маленький домик, мне все будет нормально. Я буду снимать по жизни. То есть это нормально. Следующий слайд. И вот тут опять же несколько графиков, тоже за сколько лет квартира окупится, если сдавать ее в аренду. То есть в Пекине даже почти за 40 лет, да, получается, можно потратить для того, чтобы окупилась и так далее. Так что всегда очень внимательно и всегда считайте, потому что есть грустные примеры. У меня есть несколько знакомых, которые вот буквально, знаете, это, не выдержав груз ипотеки, взяв ипотеку при очень маленькой первоначальном взносе в 10-15%, потом были вынуждены избавляться от ипотечных квартир, покупать себе что-то поменьше, что-то другое, но при этом они снимали с себя большую финансовую нагрузку, потому что платить ипотечные кредиты очень дорого. Когда я, например, общаюсь с молодыми семьями, в том числе работающими в нашем университете, они такие говорят: ой, как нам тяжело жить, вот у нас правительство отменило эти льготы за детский садик. Я говорю: почему там тяжело жить? Вы же оба работаете, у вас один ребенок. Говорит: у нас ипотечный кредит. Я говорю: ну вы же добровольно десятки тысяч рублей в месяц, будучи молодой семьей, отдаете за ипотеку. За аренду вы бы платили, там, может быть, в 3-2 раза меньше. Думаете, да? Итак, следующий слайд. Поэтому, когда вы решаете жилищную проблему, особенно, вот следующий слайд, ага, я хочу сказать, что вам обязательно нужно всегда подумать, да? Все взвесить. Определить свои потребности, то есть размер домохозяйства. Вам всегда нужно знать, да? Вот если вы, например, один молодой человек, да, ну вот, пока еще не женились, у вас нет детей, или вы там девушка молодая, вы подумайте о том, где вы хотите жить в ближайшие год, 2, 3, 4, 5, через 10 лет, через 20 лет. Это раз. Во-вторых, сколько вы хотите иметь детей? Если 2 ребенка, то вам, может быть, достаточно 2-3-комнатной квартиры. Если 3 ребенка, то может быть 3-комнатной как минимум, да? И так далее. Всегда есть такое понятие, как возраст. Я никогда не советую людям, скажем, пенсионного возраста, скажем, моим ровесникам и старше, покупать слишком большую недвижимость. Ну, например, да, там люди, там, скажем, имеют там большую там квартиру 3-комнатную, у них дети выросли, уехали, кто-то в Москве, кто-то в Питере, они там, может быть, там купить большую 4-комнатную квартиру. Я спрашиваю: ну, слушай, а кто там будет жить в этой 4-комнатной квартире? Ты с мужем будешь жить вдвоем? Ты пойми, какая там квартирная плата, там 15-20 тысяч рублей. У вас одна пенсия там, или там половина чьей-то пенсии будет уходить только на это. То есть можно даже как-то поменять, сжаться и так далее. Семьи всегда проходят какие-то определенные этапы жизненные. Когда вы молодые, когда у вас дети маленькие, когда у вас дети уезжают от вас, да, и так далее, и так далее. Всегда думайте о том. Никогда не надо вкладывать деньги в слишком большую неподъемную недвижимость, да, когда вы имеете дом там 450 квадратных метров под городом Иркутском, вы же не можете его содержать. Вы же потом думаете о том, куда его пристроить, какой орган власти его сможет приобрести. И никто не хочет, понимаете? И вы впадаете в отчаяние, и это очень грустно. Вот, и это всегда большие затраты. Никогда не кладите жизнь свою на дом, поймите. Сейчас у нас экономика немного другая. Вообще вот люди моего поколения, которым сейчас там 40, 50, за 50, я всегда говорю: поймите, мы последнее поколение, которое живет в больших домах. Даже вот в больших домах жило, даже вот наши родители жили, да? Мы уже жили в квартирах просторных, правда. Вот поймите, мы последнее поколение, которое живет в собственных квартирах и ездит на больших дорогих машинах. Следующее поколение, оно будет жить где угодно, оно может работать где угодно, оно может там, я не знаю, жить в Таиланде полгода где-то там в Новосибирске и так далее, да? Все время на съеме. Каршеринговая экономика, она развивается. Так или иначе, это значит, что все те, кто вложил, может быть, даже потерял, но все, кто держит что-то в аренде, в аренду сдает, они, тем не менее, да, рантье – это будет класс. Этот класс людей будет. Вы всегда где-то что-то будете снимать. Но издержки на обслуживание недвижимости, которую вы сдаете в аренду, они тоже достаточно высокие. И всегда думайте о том, чтобы ваши жизненные цели таким образом совпадали с вашими инвестиционными. Вам для этого требуется финансовое планирование и, безусловно, понимание своих доходов. Сейчас вот в современном мире люди очень часто думают о том, что
А может быть, не стоит так убиваться, да, там, столько зарабатывать? Может быть, легче жить более свободно, более спокойно, более уверенным в себе, да, не быть таким невротиком. Может быть, не стоит зарабатывать эту большую-большую-большую квартиру, которую потом ты будешь там на пенсии очень долго обслуживать и так далее. Ну и следующий слайд. Вот здесь вот я сегодня провела легкий мониторинг. Есть такой хороший сайт, это вот агентство ипотечного жилищного кредитования в России, который сейчас называется Дом РФ. Так вот, сегодня вот была новость о том, что в настоящее время готовится новая программа по обеспечению жильем без передачи в собственность семей малообеспеченных. Я считаю, что это очень хорошая такая социальная поддержка будет, да, потому что действительно у нас некоторые люди с маленькими детьми, они прямо вот, ну, знаете, не могут решить свою жилищную проблему и никогда не смогут решить свою жилищную проблему. Ну вот есть, например, разные определенные, как мы видим, предложения. Вот это ИЖК Дом РФ, иначе говоря, это вот такое большое министерство по жилищным вопросам. И здесь есть разные, как мы видим, возможности. Ставки по ипотеке у нас достаточно еще высоки, но есть вот, например, какая-то 5,25. Это для людей, для семей в фертильном возрасте, которые там родят там второго или третьего ребенка, начиная с 1 января 2019 года по 2022 год. Рекомендую всем, кто заинтересован, заходите на этот сайт, там все расписано. Мы видим, что ставки по ипотеке немножечко снижаются. У кого сейчас ипотека по 12, 13, 14% годовых, предлагаю всячески что-то сделать для ее реструктуризации. Спасибо за внимание.